Сегодня мы разберем самый известный из кисломолочных продуктов – йогурт. Он считается диетическим продуктом, отлично подходит в качестве завтрака и второго перекуса для тех, кто придерживается здорового питания и следит за своим весом. Но не все йогурты одинаково полезны. Давайте попробуем разобрать данный продукт на примере 3 вариантов. Самый частый продукт на всех прилавках магазинов. Самый распространенный, можно сказать, его покупают и взрослые, и дети. Но посмотрим же состав. Обезжиренное молоко, вода, наполнитель. А в наполнителе у нас ананас, сахар, вода, загустители, регуляторы кислотности, глюкозно-фруктозный сироп. Очень много всяких добавок и усилителей вкуса. Конечно же, такой продукт в здоровом питании не рекомендуется. И особенно детям по составу не подходит. Стоит также обратить внимание на срок годности. Данный продукт годен в течение полугода. За это время полезные бактерии не могут сохраниться в том количестве, в котором они закладывались. Уже по истечению 2 недель количество полезных бактерий начинает снижаться, и к концу срока он будет просто бесполезным продуктом с содержанием больших калорий, несмотря на его легкость. Йогурт под номером 2, в отличие от предыдущего, более полезный. Его срок годности составляет 14 суток. Соответственно, в течение этого времени полезные свойства кисломолочных бактерий сохраняются. Но в составе также данного йогурта содержится, кроме молока, это наполнитель, сахар, регулятор кислотности, красители и ароматизаторы. Он, в принципе, да, по составу более полезный, чем предыдущий продукт, но людям, которые следят за своим весом, которые встали на путь похудения, такой продукт не рекомендуется. И, наконец, продукт под номером 3 – белый натуральный йогурт. Выпускается под разными фирмами. Лучшее его свойство в его составе. Он содержит молоко и закваску. В составе молоко, концентрат молочного белка и закваска. То есть ни сахара, ни красителей, ничего нет. Очень полезный. Рекомендуется также и взрослым, и детям, и в частности людям, которые именно следят за своим весом. Он дает живые бактерии, которые помогают пищеварению, и легкий белок. На упаковке обычно указывается процент жирности. При соблюдении здорового питания при снижении веса рекомендуется процент от 1,5 до 2,5. Бывают еще совсем обезжиренные, с 0%. Такие не рекомендуются, потому что из таких молочных продуктов у нас не всасывается в достаточном количестве кальция, который содержится в нем, и жирорастворимые витамины. Но как просто для насыщения, конечно, можно употреблять такие продукты. Поэтому на процент, в принципе, зацикливаться не надо. В пределах 5% это все допустимо. Диетологи рекомендуют употреблять йогурты и другие кисломолочные продукты каждый день, но порция не должна превышать 200 мл. И желательно потреблять их в полдник, ближе к вечеру. Таким образом, вы избавитесь от острых приступов голода вечером. Выбирайте правильные продукты и будьте здоровы!